Такого развития событий не ожидал никто. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему накалилась ситуация в Хороге. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. В УМВД по Горно-Бадахшанской автономной области опровергли сообщение о ранении Махмад-Бакира Махмад-Бакирова, одного из неформальных лидеров региона. Махмад-Бакиров ранее заявил, что 4 марта в результате стрельбы по его машине сотрудниками милиции он получил ранение в руку. Азам Тализода, замначальника УМВД по ГБАО, в беседе 4 марта заявил, что никакой стрельбы в сторону автомашины Махмад-Бакирова не было. Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль Махмад-Бакирова, но он не подчинился законному требованию милиционеров. Гаишники произвели несколько выстрелов из стабильного оружия в воздух. «Мы провели проверку, никто не ранен, это все ложь», — сказал Тализода. Милицейский чиновник повторил, что Махмад-Бакиров не получил никакого ранения и в настоящее время находится у себя дома. Сам Махмад-Бакиров говорит, что утром 4 марта в одном из постов в центре Хорога гаишники стреляли по его машине. В машине находился мой сын, пуля попала в мою правую руку, кость не задета. Знакомый врач рану прочистил, обработал и забинтовал. По словам неформального лидера, около его дома собралось огромное количество людей. Я призвал их к спокойствию и сказал, что я лично сам этим займусь, добавил Махмад-Бакиров. Он опроверг сообщение о призывах к массовому митингу. Заявление коренных жителей Бадахшана, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, против продолжающейся эскалации ситуации в Бадахшане. Мы, уроженцы Бадахшана, проживающие в Соединенных Штатах Америки, заявляем о своей поддержке нашего храброго народа в Бадахшане, а также о нашем осуждении враждебного поведения центральной власти в Душанбе по отношению к нашему народу, что привело к длинному списку серьезных нарушений. А как вы относитесь к такой ситуации в Хороге? Как вы думаете, как ее можно решить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Правительство Таджикистана в очередной раз нарушило мирную ситуацию в Бадахшане, совершив произвольные казни. Имеются веские доказательства того, что таджикские власти питали и застрелили Гульбедина Зиубекова. Махмад-Бакиров, которого власти ГБАО обвиняют в самоуправстве и в совершении различных преступлений, пользуется уважением участия местного населения. Прокуратура ГБАО 2 февраля возбудила уголовное дело в отношении Махмад-Бакирова по 4 статьям. Уголовного кодекса Республики Таджикистан 328, часть 2, применение насилия в отношении представителя власти, 330, часть 1, оскорбление представителя власти, 147, нарушение неприкосновенности жилища, 189, разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной, конфессиональной вражды или розни. Уголовное дело возбуждено на основании видеообращения начальника управления образования ГБАО Лутфула Наврузова, который утверждает, что был жестоко избит Махмад-Бакиром Махмад-Бакировым. Глава ГБАО Алишер Мирзанабот 10 января назвал Махмад-Бакирова одним из главарей организованной преступной группировки Хорога и заявил, что он и его люди препятствуют нормальной работе местных органов власти. Махмад-Бакиров категорически отрицает обвинение в участии в организованной преступной деятельности. Он также заявил, что не избивал Наврузова и лишь провел с ним отцовскую беседу. Ранее мэр Хорога Резона Зарзода потребовал от Махмад-Бакирова сдаться властям и ответить перед законом за свои действия. Один из неофициальных лидеров ГБАО 4 марта заявил, что отклонил требование сдаться. Чиновники мне сказали, что если сдаюсь, то меня штрафуют, а штраф заплатят сами. Я отказал им. Я также отказался от встречи с генералами, добавил Махмад-Бакиров. А как вы относитесь к таким развитиям в Хороге? Ведь они с каждым днем все ухудшаются, и власть никак не решает эту проблему, а только усугубляет. Как вы думаете, как это все можно решить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!